Когда вы его допрашивали, он говорил о человеке, который принес ружье и стрелял в него. Расскажите, как это было? Он сказал, что ружье принес его брат. Он назвал имя? Он сказал, что принес его братишка Шерзат. Насчет стрельбы информация есть на видео. Не могу сказать об его словах. Гайпаев Гайпаев осознавал свои действия и слова. Так как я видел его в тот момент впервые, не могу сказать. Но вообще я разговаривал с ним свободно. Потому что на видеозаписи слышим мужской голос. Он говорил, он не в состоянии говорить. Да, под конец видео пришел его брат. Просил не беспокоить, поскольку он был ранен. Перед видеозаписью вы предупреждали Гайпаева об этом? Разъяснили его права и обязанности? Нет, не предупреждал. На момент записи видео уголовное дело было уже зарегистрировано. Вы знали об этом? Да, оно было зарегистрировано. Был ли опубликован приказ свидетеля на запись видео? Вы ознакомились с этим приказом? Его вам отправляли? По поводу видео не было никакого приказа со стороны следователя, так как наша главная миссия – раскрыть преступление, определить свидетелей и подозреваемых. По этой причине я решил сам сделать видеозапись.